Мы продолжаем обучение игре на четхане, видеоуроки. Сейчас мы подробно разберем тот же первоначальный тахпах, очек тахазан турпартер, но уже с полным набором приемов, которые мы сейчас вам будем показывать. Хазан турпартер, ол мен шахсыз шилпартер, ол мен шахсыз шилганда, ойнай балалар. Хылгалы хазан турпартер, хыстын шахсыз шилпартер, хыстын шахсыз шилганда, хыме ойнар. Прежде чем начать этот урок, подразумевается, что вы должны уже эту пьесу знать из первых уроков. И здесь мы только уже поясняем, как играются дополнительные приемы, которые вот мы только что вам показывали. Ну вот играется теперь пятая струна, вот, вместе с аккордом. Есть такой прием игры, большой и указательный палец. Они играются вместе вот таким образом. Вот. Это 16-е. То есть первый такт, получается, он должен сыграться таким образом. Вот. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Ну, на четвертой там, понятно, левой рукой пятая струна нажимается на полтона вверх. Еще раз. Вот. Играется большой и указательный палец вместе. Вот. Раз, и на и 16-я нота идут ритмом. Еще раз. Раз, и, два, и, три, и, четыре. Здесь нажимается левой рукой. Дальше поехали. Этот первый такт. Там дальше идет вот этот кусок. Здесь нужно запомнить небольшое правило такое. Когда вы играете четвертую или пятую струну, то обычно играется вот этот аккорд вместе. Вот. Можно просто запомнить, что всегда играется указательный палец, аккорд. Не всегда, но зачастую. Вот, и во втором такте точно так же играется. И здесь уже играется вместе. И вот получается первый, второй такт. Но тут еще есть одна особенность игры первой струны. Здесь, если мы уже, может быть, вы уже привыкли играть вот таким образом, допустим, да, то вместо вот этой здесь идут восьмые, вот эти. Вместо указательного восьмой играется вот тоже 16-я, но затрагиваются первые две струны. Получается вместо вот этого рисунка, скажем, раз, и
нужно будет сыграть раз и. Еще раз. Раз и. Два и. Два и. Играется первая, вторая струна вместе. И дальше. Три и. Четыре и. И вот. Получается следующее, второй такт. Раз и. Два и. Три и. Четыре и. Вот это самое такое сложное место, возможно, будет для вас для начала. Ну и вот следующим образом играется второй такт. Ну а дальше уже там попроще, третий и четвертый такты. Раз и. Два и. Три и. Четыре и. То есть четвертая струна также играется вместе с большими указательными пальцами. Раз и. Два и. Три и. Четыре и. Четыре и. Пятая струна играется уже вместе с указательным пальцем, с аккордом. Так, еще раз. Раз и. Два и. Три и. Четыре и. И завершается. Раз и. Два и. Три и. Четыре и. Здесь тоже на завершение первая струна играется с аккордом. Таким образом. И переходим на начало. Раз и. Два и. Три и. Четыре и. 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 Ну вот полное завершение игры с приемами, которые вы сейчас вот посмотрели. Этот прием такой. Его можно заучивать, повторяя вместе с остальными струнами. Ну это для себя можно повторять дома, чтобы большой палец привыкал к передвижению по другим струнам. Но еще рекомендую сейчас увеличить темп игры. Допустим, от Шихтехазен Турпертер, первый такт. Уже нужно играть в этом темпе, чуть быстрее, чем мы говорили раньше. Еще раз повторяем. Ну и пока я новую пьесу не даю, а пока тоже от Шихтехазен, надо будет продолжить, уже поработать над новыми приемами игры, над техникой большого и указательного пальцев. Ну и увеличить надо будет ритм, темп игры.
хотя бы в таком темпе.